будущий год выйдет книга «Мустакилин и его эпоха». Это где-то солидная по объему, я не знаю, как по содержанию получится. Ну, там, знаете, я старался к этой теме подойти как можно больше с исторического факта. Я помню, Мустайгая я впервые запомнил, где-то я не помню, в каком классе. Или это в 3-м, или в 4-м, или в 5-м классе мы выучивали наизусть его стихотворение «Рядовой партии». Ильяс Иштуганович Валеев, доктор педагогических наук, профессор, директор научно-исследовательского центра мустаеведения. Все мы родом из детства. Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному человеку, писал известный публицист Николай Шелгунов. Ильяс 1,5 года потерял мать, а отец не участвовал в воспитании единственного сына. Ему повезло с двоюродными братьями, которые всегда находили время для общения, давали советы, учили его секретам ремесел. В подростковом возрасте помогли определиться с будущей профессией. Мне нравилось, как пастухи на лошадях, в седле, целыми днями. И мне тоже казалось, что это очень хорошая работа. Очень хотелось. И поделился с такая, хочу попробовать. Он не стал меня ругать, убеждает. Он говорит: правильно, братиков, правильно. Паси скот. Может быть, я думаю, что он хотел во мне увидеть кого-то другого. Затем была учеба в республиканской школе-интернате номер 1. С детства привыкший рассчитывать только на себя, Ильяс в 15 лет захотел работать. И не где-нибудь, а в Красносольске, рядом с Агит Агаем, и продолжать учебу уже в вечерней школе. Тяжелая посменная работа в мебельном цехе не помешала ему закончить школу. После неудачной попытки поступить в Казанский университет уехал в Казахстан к Марат Агаю. В Гурьевской области, там практически в Гурьеве один институт был. Педагогический институт. А мне история нравилась, и я поступил туда, на исторический факультет. Мне уже почти было 19-20 лет, когда я поступил в институт. И член партии, хорошо учится вроде бы, повышенную стипендию получает. Подметили, по всей вероятности, это еще в институте. Я стал членом студсовета, потом стал сначала бойцом строительного отряда первый год, второй год поехал командиром строительного отряда студенческого. Начало пути. Экстерном за 3,5 года закончив Гурьевский педагогический институт, Ильяс Валеев 6 лет проработал в Казахстане на руководящих должностях. Как говорится, где бы ни жил башкир, его всегда тянет в родные места. Затасковал по малой родине и Ильяс и твердо решил вернуться в Уфу. За плечами молодого человека был солидный стаж руководителя и организатора. Ильяса Иштугановича назначили директором школы номер 41 города Уфы. Через полгода пригласили на должность руководителя еще тогда строящейся школы номер 5. Это 5-я школа. Это 2800 детей. 3 смены работы. Потом 180 учителей. Это огромный микрорайон. Там дома строят, школа одна. Это сегодня там несколько школ. А тогда это одна была школа, 5-я. И я проработал там 1,5 года, и меня взяли работать в областной комитет партии, инструктором отдела науки и учебных заведений. Через 2 недели я заскучал. Я начал проситься уже обратно в школу. Прежде чем оказаться в школе-интернат номер 1. 22-я школа в Кировском районе, знаете, наверное, эту школу. И мне сказали, 22-я школа будет, давай строй, и туда пойдешь директором. Я уже начал тогда. Мы взяли Владимиром Васильевичем Делягиным, первым замом министра. Он был замминистра по строительству. Азнабай Ахмарагай очень мне здорово помог. И мы внесли изменения
вот в проект 22-я школа. Верный путь. Целеустремленность, большая ответственность, решительность, смелость в реализации поставленных целей. А главное – огромная любовь к детям. Вот формула успеха педагога Ильяса Валеева, в последующем директора Республиканской школы-интерната номер 1, школы номер 124 города Уфы, лицея Башкирского государственного аграрного университета. Не просто руководитель, а новатор многих идей в области образования. В середине 80-х годов впервые в СССР по его инициативе введено углубленное изучение математики 7 класса. Была установлена стипендия для выпускников, начато совмещение выпускных и вступительных экзаменов в вузы Уфы. Была открыта республиканская математическая школа для учащихся среднего звена. Когда я начал заниматься кандидатской работой, я ведь опять-таки сам-то не собирался я начинать работать. Приехала комиссия из Москвы, из Министерства образования, просвещения РСФСР. Посмотрели, мы походили, и мне говорят, вам надо кандидатскую писать. У вас весь уже готовый материал есть. Ну, действительно, мы начали писать, я начал писать, работать. Меня жена Светлана поддержала вот, в этом отношении. После того, как я защитился, мне всегда казалось, кандидат наук – это ведь не полная ученая степень. Это кандидат это. Полная ученая степень – это доктор наук. И я начал работать, тему утвердили, начал работать на докторской, не идет совершенно. Я 3-4 года маялся, не идет. И так получилось, что идея пришла, тема уже давно утверждена, и в течение 3 месяцев я написал докторскую диссертацию. И защитил я и кандидатскую, и докторскую в Москве. И вот так получилось, что я стал первым и пока единственным доктором наук, директором школы. Счастливый билет. Ильяс Иштуганович является также инициатором учреждения премии имени Рами Гарипова, медали Мустая Карима, установления памятника Салавату Юлаеву в городе Палдиски в Эстонии. Воспитание патриотизма учащихся было основой новаторских идей и энтузиазма директора Ильяса Валеева. Вечера с известными деятелями культуры, писателями были частым явлением в те годы. Но педагогу особенно памятна и дорога встреча, организованная для учеников школы-интерната номер 1 с аксакалом башкирской литературы Мустаем Каримом. Он пришел, подарил мне свой 3-томник синий, который вышел в 1983 году в Москве в издательстве художественной литературы. Мы продолжали общаться. Он очень часто бывал в школе у нас. Мы открыли музей его «Иши при жизни Мустая Карима». Ну, там, конечно, это большое событие было. У меня в голове мысль, а почему нельзя Мустая Гая написать, анализировать его произведения, но о нем самом не пишут. Я к нему пришел и говорю, Мустая Гая, вот хочу написать книгу. Я еще название не знаю. Вас представить как педагог. Он же великий педагог. Все его произведения – это педагогика. В 2002 году из-под пера Ильяса Валеева выходит в свет книга под названием «Педагогика Мустая Карима». Через год «Башкирская этнопедагогическая культура» и Мустай Карим. Сейчас где-то 12 книг, вроде 2 двухтомника. Мустай Карим как явление мировой культуры и гуманизм Мустая Карим. Потом в Москве одна вышла книга в 2004 году. Между прочим, эта книга вышла и в Москве издательство «Герои России». Вот, мне позвонили, что эта книга будет презентована на ВДНХ, вот, на 17-й международной книжной, московской книжной выставке. И пригласили на презентацию этой книги. И я поехал. Поехала делегация из Башкирии, поехала делегация из Татарстана. И наши земляки, которые жили в Москве, там были. У него была удивительная память. Цепкая память. Если он сказал, он обязательно сделал. Если сказал, что я тебе послезавтра позвоню, он обязательно позвонит. Понимаете? Это удивительно. Какая у него была твердая рука. Ему уже было 85 лет, а как он писал? Твердой рукой и работоспособность, уважение к людям. Это огромный пример. И поэтому все его качества, великое человеколюбие меня подвинуло написать книгу под названием «Гуманизм Мустая Карима».
он у меня не вместился в одну книгу, получилось 2 тома. Это великий был человек. Мы даже до сих пор не знаем, кого потеряли. Настроение праздник. Ильяс Иштуганович – разносторонний человек с новаторской жилкой. Круг его интересов не только образование, но и жизнь во всех ее проявлениях. Сейчас профессор Валеев на заслуженном отдыхе. У него больше времени на творчество, на дальнейшую работу в заданном направлении, на изучение и анализ наследия великого писателя. Супруга Светлана – его главный помощник, секретарь и даже соавтор книги, посвященной творчеству Александра Филиппова. Сейчас кипит работа над 3 проектами – книгами о Мустае Кариме. Сегодня, если бы я начал жить, я бы некоторые эпизоды из своей жизни прожил бы по-другому. Понимаете? Я не расскажу. И вот они мне до сих пор сегодня покоя не дают. Эти вот мои вот некоторые ошибки. Они были. Нет, в интернате я все делал нормально, все было. Не об этом. Вот. А чисто житейские, это которые исходили от моего характера. А то, что связано с Мустаем Каримом, я бы взял полностью с собой в другую жизнь. Его так мне не хватает сегодня. Наверное, многим его не хватает сегодня. И поэтому я учредил сам, я являюсь сам учредителем автономную некоммерческую организацию научно-исследовательский центр мустаеведения. Но это тема для другого разговора уже.